президент Эстонии Ленард Мери когда-то посоветовал бывшему президенту Латвии Гунтису Улманису, я процитирую: «После 70 ты можешь говорить все, что хочешь. Это некая плата за твое молчание 50 или 20 лет назад. Надо возвращать обществу то, что ты накопил и не успел ему сказать». Но вот вам 75 лет, вы в прекрасной форме, активны, у вас много книг, у вас много достижений в запасе. Вы приходилось молчать когда-то, да? 50-20 лет назад. Сейчас можете свободно говорить. Я давно свободно. Я, в принципе, могу сказать, что я почти свободно говорил все время. Вот вспомнить какой-то момент, когда вот я в чем-то был ущемлен, честно вам скажу. И про Россию. И про Россию, и в советское время. Сколько я, когда работал в Москве, у меня были очень частые выступления, потому что я работал в отделе пропаганды. Ну, за 200 выступлений это точно. Во всех центрах. И в университете, и в КГБ, и в Министерстве. Но там надо было умело молчать в отделе пропаганды. Вы знаете, нет. Я говорил, те реальности, я говорил и в критическом плане. Честно вам скажу, никогда не имел никакого замечания. Вот наш проект... А сейчас тем более. Наш проект называется «Россия и я». Какая она ваша Россия? Можете назвать 3 имени российских политиков, известных людей, вот, которые представляют вашу Россию? Я работал в России в общей сложности около 12 лет. До этого я начинал свою жизнь в комсомоле, поэтому месяцами мы там бывали на конференциях, на встречах. Так что один раз в споре с генералом Лебедем, я когда, значит, по Приднестровье, знаете, тогда я говорю: подожди, у меня перед Россией не меньше заслуг, чем у тебя. И на что он согласился. Поэтому Россия, ведь мы были вместе в одном государстве, но куда бы мы ни выезжали, все время мы представляли как бы Россию. Поэтому Россия — это страна близкая, родная страна. Вы представляли Россию, будучи президентом Молдовы? Как? Вы говорите, всегда, когда бы мы не выезжали, мы представляли Россию, а будучи президентом... Нет, я имею в виду в советское время. В советское время, да. Поэтому дети мои, мой младший сын, он поступил в 1 класс и закончил университет и академию в Москве, старший тоже практически там, и одновременно в Санкт-Петербурге. Так что Россия — это родное государство, это близкое государство, где прошла часть нашей жизни, из которой мы сейчас имеем самые тесные контакты не вообще-то между государством, а на личностном уровне. Вы побудете у нас и увидите, сколько молдаван имеет родственников, близких там и так далее, и так далее. А вот 3 имени людей, которые для вас олицетворяют Россию. Ну, вы знаете, я назову вот так имени, допустим, Ельцин Борис Николаевич. Я с ним познакомился, когда он в Свердловске работал. И так получилось, что мы так контакт нашли общий, и это продолжалось до конца жизни. И должен сказать, что он олицетворял Россию и был удивительным человеком в том плане, что смог, он был очень авторитарным, преобразил себя в условиях новой России, стал демократом. И мы, это вы спросите и у других президентов, мы с Ельциным находили всегда общий язык в тех моментах, которые было необходимо принимать какую-то позицию. Второе имя — это Примаков. Мы с молодых лет еще так знакомы и долгое время так были близки. И третий из близких таких я мог бы назвать, допустим, Тягачева. Леонид Васильевич, бывший президент Олимпийского комитета. Мы работали, сколько я работал в Москве, мы вместе так были близки, потому что в одно время я отвечал и за спорт там. В общем, семьями мы дружим. И сейчас он сенатор в России. Могу назвать Засокова Александр Сергеевич, очень близкий человек, с которым я работал уже в Политбюро, но знаем друг друга давным-давно. Ну и один из самых близких нашей семьи — это Тяжельников Евгений Михайлович. Это бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, это бывший зав. Отделом ЦК КПСС, посол в Румынии. И мы поддерживаем до сих пор очень тесную связь. Так что я мог бы это... это близкие люди. И Борис Ельцин, и Евгений Примаков вот тут на фотографиях у вас на почетном месте. А если сказать про
отрицательный символ России. Вот могли бы назвать 3 имени, вот кто Россию представляет в негативном смысле? Ну, знаете, ну, их хоть тоже много, к сожалению. Я, может быть, так, чтобы не идти по именам, я просто скажу, что в последнее время в России завелись люди, которые сторонники, разговаривая с остальным миром, и прежде всего, конечно, мы ощущаем вот бывшие советские республики, как бы с позиции силы, с позиции высшего, так сказать, старшего брата и так далее. Не буду называть имени, потому что они сейчас в политике. И они тоже на вашей стенке. Нет, здесь их нету. А так это вот тут, может быть, в процессе разговора и мы эту тему, так сказать, затронем. Но это люди, которые считают, вот, что значит, надо быть сильным, потому что только сильных признают, и без этого... Но силу имея в виду, прежде всего, как бы военную силу, давление, так сказать, потому что есть сила экономическая. А таких есть, к сожалению, говорю, потому что я некоторых из них знаю достаточно хорошо. Не хотите назвать именно? Не буду называть, потому что это не пусть они сами разбираются, так сказать, между собой. Вот когда-то российская газета «Коммерсант» назвала вас одним из самых пророссийских политиков после, наверное, Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Хотя ваш первый визит вот как президента был, вот в отличие от Лукашенко, который после каждых выборов первый визит всегда делал в Москву, вы поехали в Украину, вы поехали в Румынию, а 3-й визит только был в Россию. А вот я совсем недавно в одном из ваших интервью такую цитату нашла очень жесткую, по которой никогда не назовешь вас пророссийским президентом. Да. В российской политике есть аспекты большевизма, в России все борются, мы потихоньку должны становиться жестче, так как нас обманули. Это влиятельная страна с особым менталитетом, но у нас нет ничего общего с русским народом. Нужно объяснить России, что мы не против нее, но все же, если хочешь мира, готовься к войне. Как Россия обманула Молдову? Сразу вам отвечаю, сразу. Вот это яркий пример, когда журналист ищет сенсацию, а не правду. Это просто поразительно. Передача была на молдавском языке. Значит, вот одна буква. Когда я цитировал одного известного с мировым именем Николая Йорга, историк, и он говорил в 1936 году по отношению к России, что нам надо объяснять, что мы к России ничего не имеем. То, что мы имеем к большевизму, который, так сказать, влияет отрицательно на нас, так сказать, оказывает на нас давление и так далее. В 1936 году журналист переводит, или это сознательно делает, не к России, а мы ничего общего не имеем с Россией. Ну, это же совершенно разные вещи. Поэтому я на второй день ответил «Комсомольской правде», уже так, как вам говорю. «Комсомольская правда» напечатала это. Вот мое интервью, так сказать, мое интервью. Но это уже не прошло, а это осталось. Так что, нет, вы знаете, я в принципе не могу это говорить, потому что у меня и историческое образование, так сказать, и со дня образования с 1359 года, значит, Молдавского княжества и Молдавского государства, славянский фактор здесь постоянный. Он, как говорится, со дня основания. Не говоря о том, по истории, как сложилось здесь. Практически мы и в сфере интереса, и в составе России были, так сказать, в составе Советского Союза. Поэтому народ очень перемешан. Мы же не мононация, мы не армяне, не Армения, мы даже не Белоруссия, так сказать, даже и других. Мы очень здесь такой, ну, где-то 5 категорий людей. Поэтому русские и Россия всегда занимала очень, очень важное. Она отложилась и в психологии. Мы, в отличие, так сказать, от других, потому что, мы, конечно, Румыния и Молдова, ну, с одного корня, так сказать, так, Украина и Россия. Да. Но тем не менее, значит, вот эта восточная часть, она очень, и не только в военном смысле, а сюда передвигались люди-пахари в поисках лучших земель. Здесь одни из лучших земель. Так что это полное искажение. И самое интересное, повторяю, что я после этого был на саммите в Валдае. Но никто мне не напоминал, так сказать, об этом, потому что, наверное, поняли, что это или глупость, или... Это неверно. Вот этот постулат, что все-таки, если хочешь мира, готовься к войне.
Ну, это выражение Леонида Ильича Брежнева и всех остальных, так сказать. Но какая война между Молдовой и Россией? Ну, надо же быть немножечко маломальски серьезным человеком, чтобы кто-то это сказал. Поэтому тем более я-то не мог говорить. Нет, я за то, чтобы, если по России говорить, я за то, чтобы с Россией были самые тесные связи и самые близкие связи. И надо заметить, что всегда со дня основания вот новой Молдовы сейчас самостоятельной, всегда в парламенте, во всех партиях, в том числе в партиях, которые за объединение с Румынией и так далее, они всегда подчеркивали, мы имеем вопросы с СНГ, что эта организация, не, так сказать, ну, она есть, позволяет встречаться, уже хорошо. Но она не действующая и неэффективна. Но с Россией мы хотим иметь добрые отношения. Повторяю, это вы найдете у любого политического деятеля Молдовы. Да. Националисты, прорусские, промолдавские, кого хочешь. Поэтому я вообще сторонник, так сказать, мира. И Молдова никак не готовится к войне. Молдова испокон веков, так сказать, это мирное государство. А вот это определение коммерсанта, что вы пророссийский политик, вы согласны с ним? Это самое интересное, что это как с Рокоссовским, знаете, говорит, его поляки считали русским, а русские считали поляком, да, и так и у меня. И сейчас, значит, люди более с национальным таким окраской больше, так сказать, считают меня промосковским, так сказать, прорусский. Нет, я промолдавский, я прорусский, я проевропейский, так сказать, я за то, чтобы Молдова имела очень широкие связи с, ну, прежде всего, конечно, с соседями и с миром в рамках тех возможностей, которые она обладает. Эти возможности небольшие, но быть нормальным, спокойным, демократическим, лояльным ко всем жителям государства, мы это можем и мы это делаем. Вы знаете, у нас с первого дня, как провозгласили Республику Молдову, сразу дали гражданство всем. У нас нет этих проблем. И вы побудете немножечко в Молдове и увидите. Вы можете говорить по-русски везде и сюда, и вам ответят. Нет, у нас нет ни одной буквы в законе, которые ущемляли бы русского человека, живущего здесь. Поэтому, к сожалению, у нас очень много, знаете, вот как в первом случае вы мне говорили, знаете, какая-то ложь, она быстро распространяется. Потом недостаточное изучение, потому что Россия и сейчас, вот когда как бы мы близко находимся, так сказать, но тем не менее приезжают российские политические деятели и удивляются, слушай, а у нас говорят другое. Вот сейчас говорить правду намного сложнее, чем говорить какую-то ложь. Так. Очень интересная мысль. Вот мы начали говорить про Молдову. Это, наверное, со всех постсоветских стран наиболее уникальная страна, потому что 6 бывших президентов, бывших исполняющих обязанности президента, 1 действующий. А Молдова, я бы сказала, среди, если сравнить с Грузией и с Украиной, ближе всех к Европе на сегодняшний момент. Да. И вот этот шаг, этот путь к Европе, он не стоил Молдове так дорого, как сейчас обходится Украине. И если посмотреть на вот, первого президента Мирча Снегура, на вас, на Владимира Воронина, вы все когда-то были в коммунистической партии. И при вас проводились экономические реформы, при вас был выбран европейский путь развития для Молдовы. Вот это такая специфика вашей страны, что бывшие, не бывшие коммунисты, желая, не желая, ведут страну в Европу. Нет, это, во-первых, не 6, а мы только 3 бывших президента. Бывших, исполняющих обязанности. Исполняющих обязанности, ну что здесь исполняющих? Если 3. не избрали президента, так сказать, Да. они были председателем парламента по Конституции, поэтому настрое. Второй момент. Вы знаете, есть объективные вещи, а есть субъективные вещи. Конечно, какая-то страна большая, с большими возможностями, может, так сказать, вести, допустим, руководитель страны, если он обладает этими правами, можно вести в одну, в другую сторону, так сказать, можно что-то замедлить, можно что-то ускорить, и можно вести вообще другой курс. А мы страна небольшая, поэтому задача руководителя заключается в том, чтобы реально отразить фактически то, что происходит в мире. То есть реалистичная позиция заставляет президента действовать так, как развивается мир. Сейчас это объективное развитие мира.
Ну что делать? Распался союз, мы стали все самостоятельными государствами. Первое условие, о котором мы всегда говорили, слушай, если мы члены ООН и так далее, поговорите с любым молдаванином, с любым белорусом, украинцем и так далее. Они говорят так, мы государство, мы требуем к себе отношения так, как к любому государству. На равных условиях, так сказать, сохранить принципы территориальной целостности, независимости государства и так далее. То, что записано в уставе ООН, мы все члены ООН. И когда это начинает, так сказать, в политике отдельных государств или у политиков каких-то, а кто вы такие, так сказать, да что вы себе представляете? Вот тогда начинается вот это недоверие, начинается напряженная ситуация. Поэтому объективно, мы все в Европе. Я говорил с россиянами и с Владимиром Владимировичем Путиным, говорю, слушай, а где была Россия все время? 18-19 век, где было? В Европе. Не говоря уже о Петре Первом, когда был на Валдае, нам дали исследования социологические. Кто больше всего отвечал чаянам русского народа? Так вот, нынешний руководитель 12%, Ленин 10%, Сталин 9%, а Петр I 33%. Поэтому вся история, не говоря уже о истории культуры, литературы и так далее. Поэтому мы оказались в Европе. Значит, географически мы всегда там. Но сейчас мы оказались, хорошо, как поступить в Молдове? Вот вы президент. Значит, кто отрицает, что Европа это все-таки колыбель культуры, экономики, цивилизации и так далее? Скажите, в чем, как я могу поступить по-другому по отношению к своему народу, не стремиться стать полноправным членом, так сказать, этой семьи? Путь сложный, так сказать, но никто нам не запрещает туда стремиться. Тем более, мы же ведь делаем это не каким-то, открыто. Мы не вкладываем здесь никакой военной составляющей и ничего. Какая проблема? Поэтому, смотрите, при Снегуре, так было заявлено с самого начала, так сказать, и республика так только составляла. Я продолжал этот путь практически. За это время мы вступили в первые шаги сотрудничества с Европейским Союзом. Вы знаете, это договор о сотрудничестве. Это тоже тогда 15 стран было. И при мне все было ратифицировано, и мы стали, так сказать, уже работать в рамках этого договора. Дальше стали открываться двери в Европе, начиная во всем, в молодежи, тем более сейчас, когда Молдова имеет свободные визы, за один год 700 тысяч человек воспользовались этим. Это что? Мы же цивилизованные люди. Или что? Я знаю много сторонников. Возвращаться в 15 век. Только сила, надо, так сказать, человек давить, надо, чтобы нас боялись. Скажите, это что, политика? Это что, будущее? Поэтому я удивляюсь, когда маленькая Молдова заявляет об этом, будучи нейтральным государством по Конституции. И даже наши не читают Конституцию до конца, эту статью, так сказать, не говоря о представителях России. Потому что после того, что только референдумом решается вопрос о нейтральности государства, об отказе от нейтральности, а дальше написано, что при референдуме должно голосовать большинство из списка. Вы можете себе представить? Большинство из списка, это значит, обычно 60-70% приходит голосовать, значит, должны практически 85-90% должны проголосовать. Это что? Это невозможно, это ясно, что невозможно. Нет, это написано в Конституции все равно. Мы не размещаем никакие военные базы на нашей территории. Кроме российских войск, которые в Приднестровье, вы знаете. Какая проблема? Почему мы должны вызывать у России, какое-то подозрение? Но это подозрение, когда усиливается, так сказать, тем, что вот вы вступаете туда, и нам говорят, или вы туда, или сюда. Скажите. Союз России, скажите, Беларуси, нормальный человек, нормальный человек, мы соседи. Мне говорят, если хочешь дружить со мной, то только ко мне. Не чтобы я тебя не видел. Это что такое? Это свободное государство. Потом, это великая страна. Поэтому,
как белорусская газета говорила когда, что значит, МИД представляет Онищенко, Роспротекнадзор, там как называть, по запрету всего. Это несерьезно и нехорошо, потому что это уже задевает не меня как политика, а задевает моих родственников, которые работают на поле, которые выращивают нормальную продукцию, так сказать. И не отвечает ему его партнер из России, что я не хочу у тебя продукцию. Отвечает другой, который говорит, мы у вас просто не берем. Я за доверительные отношения, понимаете, и Молдова будет стремиться в Европу, так сказать, потому что она европейская страна полностью. Но она мирная страна, так сказать, никому не мешает. В торговом обороте России Молдова занимает 0,2. А наоборот сейчас где-то под 40%, может быть, так. Да. Ну, потому что импорт-экспорт, так сказать, меняется. Да. Ну, сейчас, когда запрещает, тогда можно скосить совсем на низком проценте. Поэтому это объективный ход развития истории. И Россия тоже туда пойдет, вы понимаете? И я вот даже сегодня читал утром, что очень много политиков, которые говорят, Россия не должна ссориться. Ну, тот же президент Путин разве не об этом говорит, что мы не хотим с Европой, так сказать. Ну хорошо, возникла вот эта ситуация с Украиной и тому подобное. Но ее надо, эту ситуацию разрешить, потому что углубление этой ситуации отдаляет и создает массу проблем миллионам людей. Вы понимаете, когда говоришь с отдельным человеком, у меня много знакомых, приятелей, сколько проблем возникает из-за политических этих самых отношений между Россией, скажем, и Европой, или отдельными европейскими государствами. У нас даже 8 лет был коммунистический режим. Ну и что, побыл в Вороне годика 3, а потом сказал в Европу. Ну что в этом? Ну, может, даже не режим, мы бы сказали это, да? Как не Слово сказал? «режим» мы бы не использовали, наверное, для правления Воронина. Ну, используют в политическом плане, так сказать, иногда, да. Но это еще доказательство тому, что это объективный процесс. И не надо в этом видеть какую-то измену. Я не понимаю это. Я вот моей головой не могу понять. Так сказать. Тут в некоторых странах даже то, что жена вовремя не приходит домой, не считает изменой, так сказать. А здесь, что это такое? Вот мы как люди должны говорить, обсуждать проблемы. В чем криминал Молдовы, так сказать? Скажите, пожалуйста, вот вы были президентом небольшой страны, но не самой богатой страны, по которой проходит российский газопровод, и очень большая экономическая зависимость в свое время от России была. Россия очень большая страна, с военной мощью, с рычагами влияния. Так про это, конечно, вслух не скажешь, но вот вам было когда-нибудь страшно за себя, за судьбу своей страны, маленькой Молдовой, вот по сравнению с такой большой Россией? Нет, никогда. Нет, у нас не доходило, так сказать. Мы, по крайней мере, сколько я работал, я должен вам сказать, я находил общий язык с Россией при всех проблемах. Так сказать, мы всегда обсуждали. Для этого есть язык, для этого есть политика. И так, чтобы и у народа молдавского никогда не было вот это, значит, что-то страшно. Но, слава Богу, мы с Россией, так сказать, жили вместе веками, так сказать, что должно быть. Это что? Ну тогда война. Сейчас война в Украине. Война, если война начнется, так сказать, она будет самая страшная война. Может быть, как сказать, будет Третья мировая война, но не будет четвертой. Что, о чем речь? Нет, этого нет. Вот после Крыма много прогнозов таких малоприятных делается. И аналитики задают вопрос, кто следующий. Кто-то Беларусь называет, кто-то там страны Балтии, кто-то Молдову. Молдова может быть следующей? Вот этот нерешенный конфликт в Приднестровье может горячей точкой стать? Я не скажу, что в головах отдельных политиков в России это есть. Но я исключаю, чтобы это была политика официальной России. Я помню, когда мы один раз тоже за столом, так и Ельцин говорит, выражает позицию России 3 человека. Президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Остальные, парламентарии, другие, свобода слова, пожалуйста, так сказать. Но я исключаю это. Конечно, мы в геополитическом таком поле здесь играем какую-то роль, тем более сейчас. Но повторяю, что Молдова не давала никаких поводов.
никаких поводов, значит, чтобы Россия была к нам, ну, агрессивна там или и в чем-то, так сказать, там серьезно видела какую-то опасность в Молдове. Не давала никогда. Во всем, в любой сфере, так сказать. Вот и сейчас мы придерживаемся, вот возьмите все заявления, даже руководства Молдовы, они всегда спокойны, так сказать, мы не делаем там большие скандалы по каждому выступлению, которое... Вы назвали политиков, с которыми во времена вашего президентства вы много имели контактов, дружили. Вот нынешнее поколение российских политиков, насколько оно отличается от того, с какими приходилось иметь дело вам? Вашим коллегам, какой бы совет вы дали сейчас? Да, первая существенная разница заключается в том, что мы тогда были люди, которые так или иначе работали. Допустим, ну я, поскольку работал в Москве, я вообще практически всех знал. А сейчас уже пришли люди, которые друг друга не знают. Поэтому все перевернулось. Значит, раньше как? Я снял трубку, позвонил Борис Николаевич, позвонил Владимир Владимирович, когда мы работали на телефоне. Потом подчиненные идут уже и как говорится, реализуют то, о чем мы говорили. Сейчас все наоборот, начинается снизу. Начинается снизу, вы знаете, протокольное. Надо войти с нотой, надо, так сказать, там, получить разрешение, надо договориться о встрече и так далее. Это все утяжелеет, все это сейчас, когда период надо решать вопрос в один день, он решается месяцами, иногда годами. Поэтому это главное отличие. А так, конечно, я считаю, что вот то поколение, естественно, мы были более степенными, так сказать, потому что мы работали в более свободное, более спокойное время, так сказать. Мы не сталкивались с такими. Проблемы были такого хозяйственного плана, там, человеческого плана, так сказать. Таких больших проблем, столкновений, которые сейчас имеются. Россия не была империей на тот момент, когда вы были. В такой степени не была. Что? Не была империей Россия. Не проявляла имперских амбиций. Ну, империя, это идет от дефиниции, так сказать, когда входит в одну ассоциацию, так сказать, многие государства, это уже империя, так сказать, естественно. Но империя российская вот с советского времени была своеобразная. Значит, вот сейчас ведь тоже многие моменты, вот куда вы, вот мы говорили об этом, куда вы идете, почему вы идете. Но ведь как существовал Советский Союз? Практически Россия была очень ущемлена. Они даже своего ЦК не имели. Это последнее время, я помню эти споры на пленуме, когда говорили, если будет ЦК, будет Компартия России, тогда этот союз развалится. Что и случилось. Поэтому Россия отдавала себя. Любая империя что-то берет, но и что-то делает, так сказать. Австро-Венгерская, вы же работаете в этой зоне, слушайте, государства все развиты, так сказать, там, потому что империя имеет дополнительные возможности для этого. Но центр всегда должен что-то отдавать. У кого больше, кого меньше. Поэтому вот спросить сейчас русский народ, они готовы вот так, как Советский Союз тогда отдавал? И чтобы вошли, я смотрю, так сказать, вот эти, значит, Евразес там и так далее, и так далее. Но учтите, так сказать, там, конечно, есть страны, которые, значит, могут что-то отдавать, но есть страны, которые только будут брать. Поэтому вот в таком плане классическом империя была только по дефиниции, так сказать. И больше, я бы сказал, так сказать, больше всего давил вот этот идеологический фактор. Что вы говорили на одном языке, я как сейчас помню, значит, встретился с одним ученым, которые работали в группе по подготовке съезда. И он мне говорит, вы знаете, мы хотим сейчас Леониду Ильичу предложить выйти с новым, значит, предложением. Я говорю, какое? Не единая общность, советский народ, а единая нация. Вот эта торопливость, которая, кстати, и в Европе сейчас, понимаете, это торопливость, быть единым, так сказать, во всем. Потом тогда по языку, особенно по духовной сфере были какие-то моменты, ну, начинает какой-то цензуры и какой-то очень преувеличить. Возьмите того же Высоцкого, ну, слушайте, все слушали, а он запрещен практически. Поэтому вот это больше. А в экономическом плане, ну, спросите у Молдовы, что у Молдовы может быть претензии к
к Советскому Союзу, касающиеся экономического развития, столько этих инвестиций, которые мы сейчас называем инвестициями. А вот этот момент и послужил тогда в развале Советского Союза как раз этот момент. Даже вот в Беларуси, насколько близки, так сказать, вы с Россией и тому подобное, все равно бывали проблемы, так сказать, там, значит, у писателей, так сказать, и так далее. Так сказать. Вот этот момент больше всего тогда как бы вносил эти неясности, или это какой-то... Вот когда началось вот этот период национального возрождения, то началось с языка, с алфавита и так далее. Это, кстати, это и с 1812 года, когда присоединили Бессарабию в России, тоже этот момент, фактор был духовный. Так что вот такая история. Нет, сейчас с Россией немножечко спало вот это. Все время, знаете, дайте два государства языка и так далее, и так далее. Но у нас русский язык и в Конституции имеет свободное развитие. Нет ни одного человека, который скажет, я хотел учиться по-русски, на русском языке в Молдавии не смог. Но, естественно, происходит, что многие русские отдают детей в молдавские школы, так сказать. Это нормально. Мои тоже так были тогда, когда на русском учились. Ничего в этом нет. Но человек становится полноценным гражданином. Тогда он может претендовать и на карьеру, так сказать, любую. А так ограничено, если ты язык не знаешь. Не можешь с переводчиком. Хотя у нас до сих пор в парламенте на 2 языках. Скажите, пожалуйста, вот во времена вашего президентства какой был самый тяжелый, самый сложный, самый плохой день в отношениях с Россией? Ну, назвать так один день. Ну, один эпизод. Да, но могу назвать и день. Вот я избран, а еще не вступил в должность. 30 декабря Молдова газ получает телеграмму из Газпрома, отключаем газ за неуплату. Тогда плохо платили, надо прямо сказать. И я, благодаря тому, что, вот как вы говорите, чем отличается, так сказать, там, я нашел Черномырдина, с которым мы вместе работали в ЦК тогда когда-то. Да, знали друг друга. Я говорю, слушай, такая ситуация, под Новый год, разберемся тогда, когда-то. Да, он говорит, хорошо, что ты мне позвонил, потому что как раз Газпром у меня сейчас. Но вы можете себе представить, на Новый год отключается газ. Был другой случай, когда такая же история была с Борисом Николаевичем. Караулов у меня брал интервью, как раз в это время позвонил Борис Николаевич. Потому что я его искал, он перезвонил. Это проблема 2 минут, если не сказать 1 минуты. И сейчас? Для решения. Борис Николаевич, посмотрите, так сказать, что делает там подчиненный, так сказать. Нельзя же уже затрагивать интересы народа, так сказать. Там. Мы, это наши уже, так сказать, мы можем в чем-то. Ругаете, не ругаться, так сказать. Поэтому вот, будем говорить, несчастливый день, на который как бы разрешился. А счастливый был в 99 году в Стамбуле, был саммит ОБСЕ. И тогда Россия в заключительном акте записала, что вывести вооружение с Приднестровья в течение 3 лет, в 99 году. Половина вывезли, половина еще осталась. Около 1000 там военнослужащих России до сих пор охраняет эти склады. Скажите, нормально это? Зачем эти склады? Если взорвутся, так сказать, катастрофа экологическая в регионе. Вот столько времени не решается. За сколько масса возможностей. В конце концов, на металл, так сказать. А как вы Приднестровье, вы все-таки считаете молдавской территорией, вы верите, что это вернется полностью? Если целесообразность и рациональность будет доминировать, так сказать, у политиков, то да, потому что, какой же смысл? Как Украина считает Крым своей территорией и не признает? Это другая история, но дело в том, что с Приднестровьем, ведь со дня образования республики, даже большая часть Приднестровья была в составе Молдавской, Советской Социалистической Республики тогда. И вот эта полоска, как самостоятельная, вы поймите, нонсенс в нынешнее время, так сказать. Мы же войной не идем, мы исключаем это полностью. Это какая-то одержимость тупая, извините, так сказать. Вот зачем это, когда по статусу, пожалуйста, любой статус. Мы его и обговаривали в одно время, так сказать. Но
вот снова возвращаемся, и это непонятно никому, тем более мне непонятно. Почему некоторые силы в России поддерживают этот сепаратизм? Вот никто не может ответить на этот вопрос. И вы не знаете ответа? Я не знаю ответа. Зачем? Бессмысленно. Разговариваю с Путиным, разговариваю с Черномырдиным, с Ельциным. Вы хотите военную базу? Нет. Но, значит, вот эти миротворцы. Ну, хорошо, давай договоримся по миротворцам. Какая там проблема? Но границы должны быть одни, так сказать, государства. Это, я, может быть, опережаю ваши вопросы, но вы понимаете, когда такое государство, как Россия, считает, что вот у нас в Молдове есть поддерживающие нас, допустим, на юге, Гагаузия, Приднестровье, и вот этим самым они будут давить на Кишинев, чтобы те имели, так сказать, позицию, значит, удобную для России. Хотя я не знаю, какую позицию еще должна занимать Молдова, чтобы считать, что это неудобно. Это неверно, потому что весь молдавский народ не антирусский. И вы это заметите, мы нигде, даже во всех этих эмбарго и так далее и тому подобное, у нас нет, ну, какие-то партии, есть какие-то группы людей, естественно, что реагируют, понимаете, на то, что происходит. Но у нас антирусского настроения нет. Поэтому, на мой взгляд, Россия должна иметь дело всегда с народом той страны, которой вот мы почти соседи. Но Россия хочет вокруг иметь дружественное государство. Мы дружественное государство. Мы имеем договор там, и так далее, и так, по этому поводу. И дальше. Мы никаких действий не осуществляем, чтобы сказать, что мы не дружественное государство. Поэтому поддержка это вызывает всегда недоумение, вызывает всегда... Ну, даже с этим эмбарго. Из Гагаузии можно, а из другого района, где, может быть, лучше вино, нельзя. Ну, это смешные вещи, вы понимаете? Я не знаю, у меня впечатление такое, я в этом уверен, что на высшем уровне в России никогда серьезно так не сели и не обсуждали. Давайте, какую политику мы будем вести по отношению к Молдове? Мне кажется, что нет. Вот так спорадически. Там случилось что-то, там какая-то провокация, так сказать, там с Приднестровьем. Хотя, как говорится, сколько, 23 года, так сказать, там, ну, слушай, ну, в какой-то момент там было так. Нет войны, и никто не собирается это делать. Не дай бог, что происходит в Украине, так сказать. У нас а вы этого смотрите нет. про события в Украине российские, украинские, молдовские телеканалы? Откуда вы берете информацию? Ну, тут и есть некоторые сейчас вот там, ну и раньше там попытались, Россия-24, знаете, она наиболее агрессивна, я посмотрел, так сказать. Ну, во-первых, неправда. Это когда вы должны иметь в виду, что вы разговариваете с секретарем ЦК КПСС по прессе. Я отвечал за прессу в Советском Союзе. Я знаю эти доскональные вещи, так сказать. Но когда подгоняются, так сказать, факты только потому, что ты хочешь делать, ну это можно манипулировать людей, можно вести в заблуждение. Ну зачем? Поэтому, да, там есть запрет, хотя бы кабельным смотрят, и по этим смотрят. Нет у нас такого. Значит, но обсуждают вопросы, связанные с информационными блоками, не с остальным. А с информационным, когда идет особенно вот эти итоговые на неделю там, и тому подобное. А вы их смотрите? Вот. В последнее время нет. А украинские телеканалы я смотрел, смотрите? украинские каналы смотрю иногда. Так. Иногда смотрю. Ну, интернет сейчас есть. Раз, я информацию я очень быстро разбираюсь. В течение часа я могу, так сказать, все найти, что... Я смотрю на перспективу, вы понимаете, но любой руководитель должен смотреть все-таки и на завтрашний день. Мы что-то вместе создавали, какие-то ценности, и материальные, и духовные, и так далее. Поэтому вот как беречь это, вот в чем должно быть направлен мозг человеческий, а не на то, как поссориться. Эти вещи, я считаю, они недостойны в отношениях, вот, в данном случае, вот, скажем, Молдовы и России. Мелкие вещи очень, но которые оставляет осадок нехороший. Вот вы говорили о том, что вот вы имеете очень большой опыт контактов с российскими политиками. Какой бы совет вы могли дать современным политикам Евросоюза, которым Молдова как бы достаточно близка сейчас и может посоветовать,
Как лучше строить отношения с Россией, вот с вашего опыта? Это большой вот вопрос. в такой сложной ситуации, какая Это теперь. большой вопрос, и у меня не раз были дискуссии. Вот в мое время это Солана, это Романо Проди и так далее, так сказать. Я вел дискуссии такие большие. Во-первых, Европа, я уже заметил, что она торопится делать второй Советский Союз. Знаете, когда все разрешается в Брюсселе, так сказать, это не самое лучшее. Европа все-таки страна с корнями, с традициями. Это тебе не Америка, где собрались, так сказать, и сразу все граждане, давай работать. Поэтому есть специфика. Молдова маленькое государство, но у нас есть своя специфика, так сказать. Вот посмотрите, этот закон, так сказать, по равных, так сказать, ну, связанные с этими, как их назвать, сексуальными меньшинствами, да? Слушайте, у нас 95% религии одна, так сказать. Это вызывает такое трение. Зачем Европе вызвать такое трение в Молдове? Зачем? Теперь по отношению к России. Конечно, и Россия, и Европа, они ответственны в значительной степени за то, что происходит вот с этими малыми странами. И я говорил на эту тему, слушай, зачем вы нас подтолкнули к этому? Так сказать? Ну что мы можем противопоставить России? Ну, можем замкнуться, но можем где-то ругаться немножечко, можем обижаться и тому подобное. Европа должна понимать, что здесь этот фактор славянский, так сказать, он очень развит. И я все время призывал, договоритесь между собой, что вот этот пояс нейтральных государств. Мы, как я уже говорил, не размещаем здесь никаких, но в конце концов, испокон веков, когда говорили о дружественных государствах, первое, что имели в виду, это военная составляющая. Чтобы отсюда не исходила какая-то угроза, там, я не знаю, даже провокация. Что, нельзя договориться по этому поводу? Дальше, торговля. Торговля, мы открыты. Повторяю, когда говорят, что вот товары из Европы, значит, из Китая можно, а из Европы страшное дело для России будет через Молдову проведено. Слушайте, поставьте один пост здесь, чтобы проверяли, так сказать, действительно документы произведено в Молдове или нет, так сказать. Если мы можем производить, скажем, там 100 тысяч тонн сахара, ну, вы нам даете, допустим, возможность в России торговать 30 тысяч, да? Ну, больше не берете, так сказать, какая проблема? Поэтому вещи, которые должны договориться Европа с Россией. И поэтому я не сторонник этого формального. Когда говорили, что надо по Украине, чтобы встретилась Россия, Европейский Союз и Украина, а кто-то в Европе сказал, это не предмет, значит, нашего, так сказать, дискуссии. Как не предмет, когда реально он существует? Его можно отрицать, но он от этого не исчезает. Поэтому я бы посоветовал, и в том числе, и видите, осложнение ситуации сейчас, но главным на первый план выступает уже военная часть, так сказать. Поэтому зачем Европе это делать? Что, нельзя договориться с Россией о совместных каких-то, если идет о терроризме, шел тогда разговор об Иране, тогда, так сказать, там вот эти В одно время почти договаривались. Я знаю, что можно договориться по любому вопросу. Но не договориться сегодня, но завтра, послезавтра. Но лучше значит, как бы, чтобы это было в переговорах, чем в противоречиях. Поэтому я бы посоветовал так. Так мир, к сожалению, разделен. Когда появляется недоверие начинает, так сказать, люди, к сожалению, начинают вооружаться снова. И то, что сейчас происходит, посмотрите, военные бюджеты растут везде. Ну куда мы идем? Поэтому вот такая рекомендация была бы, так сказать. Надо понимать, что Россия здесь имеет интерес и будет иметь вечно. Европа права и Америка, что мир открыт, и поэтому не может монополизировать Россия, допустим, какое-то влияние на ту или иную страну. Но, повторяю еще раз, давайте договоримся, какие должны быть эти страны. Если они нейтральные, как сейчас, вот Финляндия, что Финляндию не удовлетворяет, Россия удовлетворяет. Но вот то, что сейчас происходит, я уже слышу, Финляндия говорит, давай в НАТО, грузинские народы с российским. Слушайте, сколько веков, как связано. Поэтому снова, видите, возвращаемся к тому, что надо иметь дело со всем народом, не только отдельными кусочками той или иной страны. Это политика контрпродуктивная.
Это не дает. Тем более мне обидно, честно вам скажу, что я знаю, что молдаване, вы знаете, в Румынии нас называют русские. Русскими Это в называют? разговоре, да, русские, потому что мы были долгое время в составе. То есть нет этого у нас, нет по существу, а он инвентируется, так сказать, он и начинает, так сказать, вокруг него какие-то политики, делает карьеру и так далее. Это нехорошо. Требуется более основательное и спокойное обсуждение, открыто по всем этим вопросам. Петр Кириллович, какие ваши 3 главные достижения, на ваш взгляд, как президента Молдовы, как второго президента независимой Молдовы? Ну, это типичный вопрос Да. журналиста. Ну, может быть, я перечислю несколько, потому что этот вопрос не новый для меня. Мы с Украиной не имели границ. С Румынией у нас пруд, это понятно. А с Украиной надо было эту границу сделать. Это очень сложно. И тогда возник вопрос по выходу Молдовы на Дунай. Фактически мы были, один из моих аргументов была эта песня «Вышла на берег крутого Дуная». И там молдаванка вышла. Как же слушать, в 45-м это вышло, а сейчас... И поэтому Молдова все-таки дунайское государство. Вместе еще с 10 государствами обладает правом вето на Дунае, по администрации Дуная. Дальше мы смогли вступить в ВТО тогда. Мы одни из первых из стран СНГ. Первые вступили. Дальше мы были приняты в пакт стабильности в Юго-Восточной Европе тогда, что было шагом вот к соглашению об ассоциации. Значит, я, например, горжусь тем, что в мое время, при всей бедности, которая была, мы взяли большой кредит и компьютеризировали практически все школы Молдовы. Сейчас уже второй этап. Сейчас мы входим в 10 стран мира по скорости интернета и по информационным технологиям. Дальше. Предмет тоже моего удовлетворения заключается в том, что основные компании, которые пришли, мировые, сюда пришли в мое время. То есть инвестиционный климат тогда, репутация наша была неплохая, да, как вы говорите, маленькое государство, небольшое, но мы не агрессивны, мы могли, так сказать, себя, смогли доказать, так сказать, Европе, что мы открытая страна, так сказать, и с нами можно иметь дело. Дальше реформа автономно-территориальная реформа. Это мы тогда создали уезды, потом отказались от этого, но вернуться все равно, потому что маленькая республика, которую очень трудно создать, и сейчас вспоминает это. Так что есть некоторые, если подытожить так, когда я уходил, я помню, у меня было выступление по телевидению, и все отметили, что у нас нет никаких конфликтов на территории Молдовы. У нас люди мирно, даже на уровне подъезда, уже не было такого напряжения. Повторяю, при всей сложности. С Приднестровья мы были вот на подходе. Потом приднестровцы сами писали, что вот еще бы немножечко, и этот вопрос бы разрешился. Поэтому сохранением этого мира, потому что у меня за время моей работы, это такая нестабильность в парламенте, я работал с 4 правительствами за 4 года. Поэтому удалось, конечно, удовлетворение для меня минимальное. Может быть, даже тяжело я это вспоминаю, потому что теряешь время на переговорах, но нет другого пути, к сожалению, кроме как договариваться, найти общие интересы, так сказать, и направлять их в какое-то единое русло. Могли бы вы назвать ошибку, вашу ошибку во время президентства, которая дала возможность переосмысления, которая в результате сделала благо? Я не знаю, я порой думаю, что это была ошибкой, когда я был президентом нейтральным, у меня не было партии, и сейчас нет партии. Но все говорят, если бы я тогда стал во главе партии, тех поддерживающих, когда я победил на выборах, так сказать, ситуация была бы другая в Молдове. Возможно. Но что касается лично это оказалось сейчас как бы во благо в каком-то смысле, потому что я разговариваю с любыми представителями любых партий, встречаюсь, люди приходят и так далее, потому что я не привязан к какой-то партии. И это очень важно, потому что, допустим, та же Россия в отношении с нами, в России
одна конституция. А у нас коалиционное правительство. Невозможно иметь с кем-то иметь дело. Надо иметь дело с тем правительством, которое есть, ну, в этом вместе. Ни один не решает, даже ни одна партия решает одна только. Поэтому очень важно, чтобы вот дать и иметь такую возможность говорить со всеми и направить их на нормальную работу. У нас на столе ваши книги. В этой книге «Молдова и молдаване». Да. Вот одна интересная мысль у вас про зависть. Вы говорили о том, что если так часто бывает, когда человек талантлив, когда начинает быстро расти, ему начинают завидовать, и на него какое-то давление, доносы появляются. Я сейчас более точно процитирую. «Не сумев воплотить свои замыслы, человек бежит, куда глаза глядят, где, спрашивается, раскрылся полностью талант кинорежиссера Эмиля Латяну или дирижера Владимира Минина, почему композитор Евгений Дога живет преимущественно в Москве, почему Ион Друце тоже не прижился в молдавской столице. Тем же путем пошел и ряд талантливых наших ученых, врачей, инженеров». Скажите, а вы, когда росли, вы сталкивались вот с этим? Были на вас доносы? Тяжело вам было пробиваться наверх? Нет, Нет, это постоянное. Вы знаете, нет пророка в своем отечестве. У нас, возьмите, я писал и о деловых людях, так сказать, которые, потому что, говорит, ничего не задевает человека, как успех другого, понимаете? У нас это есть. Ну, у всех народов, но у нас наиболее развито это почему? Потому что мы маленький народ. И вот это внешний фактор, я пишу об этом, внешний фактор для молдавана, это как он построил дом такой, а я что, хуже, что ли? И потому это стремление на внешний фактор, к сожалению, очень часто преобладает в ущерб существу. Поэтому, да, это есть. И я очень довольно критично, я написал эту книгу, значит, уже как бы быть свободным, чего мы начали, так сказать, свободно высказываться. И должен вам сказать, я не получил ни одного замечания. Ни из России, ни из Румынии, ни из Украины и так далее. Потому что я сказал правдивые вещи, которые как были. Я не поддерживаю, когда вот историю, значит, ну, подшлифовывают, так сказать, под существующую сейчас политику. Как бы боясь, что нынешнее поколение не разберется. Люди разберутся, поколения разберутся, они не глупые. Поэтому я сказал эту правду и достаточно самокритично по отношению к своему народу. Я очень хотел написать эту книгу, я доволен тем, что это сделал, потому что любой политик, я знаю, все, кто читает, говорят, слушай, ну, знай, кто мы такие, и с нашими недостатками, с нашими преимуществами, потому что то, что я говорю, вот мы в родственных связях. Для жизни это очень серьезный фактор. Кум наш, там другой, друг другу помогает и так далее. Это удерживает людей, так сказать, ну, не теряться в жизни. Да. Но перехлест, когда это уже переходит на государственные функции, когда уже не в правительстве ты решаешь и не в министерстве, а дома со своими, так сказать, переходит. Вот это уже, это происходит очень часто. Это уже отдельный, это отрицательный момент. Поэтому, да, эту книгу «Жизнь и смерть» написал, так сказать, философская еще. книга. Да? Философская книга глубокая. Я еще, будучи молодым, на кладбище во Львове был, когда посмотрел эпитафии, значит, на надгробиях, и сказал, когда выйду на пенсию, напишу. Ну, вот так случилось, что я ее расширил немножечко. А это я практически заложники, издана, в Казахстане она была издана еще. Это документально, как происходило вот, значит, события после путча. По дням, по часам, так сказать, все в деталях, и какие-то, так сказать, мои взгляды там на это. Поэтому так приходится часто выступать, и есть еще целый ряд выступлений, так сказать, но уже эти основные так. У вас на стене есть портрет с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как вы оцениваете роль Александра Лукашенко в истории? Больше 20 лет он уже президент. Вот, И еще 20 будет. И еще 20 будет. У вас довольно теплое Скажу отношение. почему. Почему? Лукашенко, это я был между первым и вторым туром, когда избирался Лукашенко. И с тех пор мы поддерживаем хорошие. Сколько раз я бывал в Беларуси, он принимал меня, так сказать, при всей прессе, так сказать, и беседы и так далее. У нас добрые такие отношения. Тем более, что экономические связи с Беларусью, так сказать, вот после нашей встречи, они быстро выросли, так сказать, и до сих пор в этом духе и продолжается.
Лукашенко имеет Первое. Тогда ведь Кебич и Гриб был. Значит, они проект Конституции, который должен был голосовать, сделали сверхпрезидентской, больше, чем российский. Поэтому Лукашенко сейчас, то, что он действует, никто с ним не может бороться, потому что он действует по закону. Я могу на него обижаться, он завтра, что сказал, трансформирует это в закон. Поэтому у него есть рычаги управления. И самое главное, он не создал клана. Возьмите везде постсоветский, и в значительной степени и постсоциалистический. Едет какой-то инвестор, он спрашивает, а как попасть в президент, с кем имеет дело, на кого, кто влияет на президента. И всегда есть кто-то из близких, из семьи там, и так далее, так сказать, зятя, перезятя и тому подобное. Кроме Лукашенко. Сыновья, как я понял, работают в государственных структурах. Никто не может сказать, что у него есть влияние на Лукашенко, что через него можно решить. Вы вот работаете близко. Есть такой человек в Беларуси? Во всех странах, где найдете. Скажем, вот этот близок, это нет. Поэтому народ это ценит, и потом делается, действительно делается, то говорите. Можно говорить по-разному в Беларуси. Народ ценит, это сложно сказать. Можно говорить по-разному, всегда люди есть недовольные, и всегда есть вещи, которые Беларусь должна опережать, естественно, так сказать, потому что долго замыкаться невозможно. И мы говорили как-то с Александром Григорьевичем на эту тему. Да, но я чувствую, что это начинается какие-то, потому что то, с чего мы начали разговор, есть объективный ход развития. Но никуда не замыкаться, а наоборот, надо расширять связь, так сказать, и интегрироваться там, где это возможно. Сейчас мир интегрируется, но что делать? Другого нет пути, чтобы ты имел успех. Сейчас в Минске проходят мирные переговоры по ситуации в Украине. Вы верите в их успех? Ну, хочется верить, потому что здравый смысл, конечно, я встречался с Порошенко. Мы были 3 президента, бывший латвийский, румынский и я. Ну, вот так, в рамках одного делового клуба бывших президентов, премьеров в Баку создан, так сказать, называется фонд Низами. И встречались, и мы говорили, так сказать, ну, конечно, надо идти на какие-то уступки ради мира. То есть, вот договоритесь, как вот сейчас в Минске. Это, я думаю, что это минимальное. В Минске, я не знаю, почему не реализовывается это, так сказать. Потому что ничего, весь опыт жизни мировой, так сказать, и говорит об этом. Лучше мира ничего нету. Поэтому я верю, что будет преобладать. Хотя я понимаю сложности. Между прочим, Европа не очень-то даже вот по восточному партнерству, да? Я даже спрашиваю, ну что, есть у вас какой-то совет, который хотя бы дважды в году вы встретите? Ни одного из бывших советских республик, ни одного не привлекает Европейский Союз. А ведет политику сюда. Да я не понимаю. Ну, хоть один раз спроси, слушай, что вы думаете по этому поводу? Я поэтому предлагал, чтобы иметь какую-то группу, вот как делается сейчас на практике. Мы могли бы посоветовать какие-то вещи, которые знают в своей жизни, не претендуя ни на что. Но нас же приглашают везде, так сказать. Кроме европейской структуры, им это неинтересно. Поэтому хочется верить, потому что нет никакого смысла ни для России, ни для Украины, тем более для мира. Россия очень страдает от этого, очень много людей, а тем более Украина. В Украине мне, например, очень больно, что происходит, потому что расшатывается эта страна, вы понимаете, так сказать, там очаг, разделилось общество, так сказать, и это напряжение сохраняется по каждому городу, я знаю, по Одессе, поэтому хочется верить, потому что другого, все остальные пути это хуже. Но какой бы совет вы дали Петру Порошенко? Вот потому что сейчас делать, чтобы этот конфликт остановить, чтобы не разделялась страна? Ну, то, что делается в рамках вот этих переговоров. Нормандская вот эта группа, это больше что делать? Больше делать надо договариваться с людьми, которые там действительно. Но надо пробиться к тому, чтобы провести этот референдум там свободный, с участием. Не знаю, Россия не должна настаивать на том, что, вы знаете, ну хорошо, у нас есть тоже какие-то зоны, которые вот пророссийские, так что везде поддерживать только их. А Украина слишком, это вся история, это менталитет. Невозможно это тянуть дальше, потому что и так вот это напряжение, это, значит, уже до ненависти, так сказать, доходит.
Поэтому я надеюсь, только из-за того, что нет другого пути. Но надо приложить какие-то усилия. Мне кажется, что вот там есть, допустим, есть 20 тысяч человек активных, да, которые хотят, вот, чтобы Луганск и Донецк был в составе России и тому подобное. Но вы посмотрите, какие они проблемы создают. Даже если они 2 миллиона, посмотрите, какие они проблемы создают для 140 миллионов российских. Потому что пошли эти санкции и так далее, и так далее. Поговорите с любым. Цены, другие, третьи страдают. Так что, ради этого, значит, что ли, идти на поводу, только поддерживать этих людей, а что с этими 140 миллионами? Поэтому мне кажется, что надо более глубоко думать о перспективе и прекратить это. Петр Кириллович, я хотела вас спросить про то, как живет в Молдове бывший президент. Вот это правда, что вас в свое время с Мирчо Снегуром лишили дипломатической неприкосновенности? Нет, это не лишили. Дело в том, что когда Снегур ушел, был принят закон о президентстве. Имели самые элементарные, так сказать, там, обслуживание машины, охрана, так сказать, там, хотя один человек должен, я бываю везде по всему миру, все, так сказать, имеют. Ну, какое-то бюро, какой-то офис. Это мой дом бывший здесь так сказать, да. А потом пришли коммунисты, они-то посчитали так, что, так сказать, чем жестче, так сказать, потому что, конечно, если вывести на площадь и повесить 100 человек, будут аплодировать сейчас. Это же вы же знаете настроение при тяжелой жизни. Поэтому один раз поменяли, другой раз поменяли. А сейчас реально сейчас пенсия, медицинское обслуживание, дипломатический паспорт. Все. А пенсия это 70% от... Да, 70% от зарплаты существующего президента. А меняется иногда, так сказать, но не такие уж, по-моему, где-то между 600 и 700 долларов. Ну как вот обычно ваша неделя складывается? Неделя складывается очень напряженно. Я часто участвую во всех международных конференциях, которые бывают на разных концах. Там, Бухарест, Берлин, Стамбул, Баку, вот сейчас в Риге не был, перед этим они хотели тоже какой-то, Киев, значит, где еще тут в этих, здесь все время, так сказать, тут встречаешься с людьми. Люди ведь как, думают, что мы имеем большое влияние, люди приходят с просьбами, ну некоторые с советами приходят. А что просят? Все что угодно. Ну, допустим, элементарно, чтобы его принял там министр такой-то или встречается с несправедливостью, особенно судебная. Сейчас судебная система, не знаю, у нас это ужасно, поэтому бессмысленная. Вот вчера у меня был председателем района. Был председателем района 17 лет и председателем и заместителем там. Говорит, таскает его по судам уже 3-й год, таскает из-за что-то там, какой-то ущерб, какой-то там мэрии на $1000. Слушайте. Не может найти правду. Суд один решил так, другой решает по-другому. Так что диапазон просьбы. А ваш опыт востребован современной властью, нынешней властью? Нет, властью нет. А любые организации, эти общественные организации, мы практически, у меня небольшой фонд есть, там практически мы входим в гражданское общество, так сказать. Да, это встречаюсь все время. Постоянно какие-то есть. Вот наш проект «Россия и я» будет демонстрироваться на сайтах всех служб «Радио Свобода», где часть территории говорят по-русски. Да. И есть страны, где нет бывших президентов. Вот в Средней Азии, кроме Киргизии. Там нету, да. Там нету. В Беларуси нет бывших президентов. Да. А вот какой бы совет вы могли дать теперешним руководителям, долгожителям, которые вот по 20 лет у власти не хотят уходить, боятся уходить, не могут уходить? Да. Как бы вы им сказали, почему хорошо быть бывшим? Этот ответ есть. Ответ есть, и даже у простого человека спросила молодежи. Он говорит, я вам завтра отвечу. Говорит, большие преимущества. Я не должен вставать в каком-то графике. Я могу высказаться по любому поводу то, что я думаю. Я могу отказаться от какого-то визита, от какой-то просьбы, так сказать. Я могу, значит, ездить куда угодно, если это позволяет. Я делаю меньше ошибок, чем когда-то сделал. Я не повторяю это. То есть масса преимуществ. Конечно, вы посмотрите, есть примеры. Америка и Россия. Есть какое-то святое дело, будем говорить, так сказать. Был президентом,
работал, так сказать, он должен иметь какие-то гарантии. Да. Даже в советское время министр Союза, так сказать, он имел персональную пенсию, это самое элементарное, что необходимо. У нас мы одурели полностью, вы понимаете, да? Но кто будет уважать нынешнюю власть, если они не думают о прежде? Они тоже не будут думать, это как в семье. Если ты об отце не думаешь и так далее, так сказать, дети твои тоже это видят. Поэтому вот в России, я знаю, бывший руководитель протокола у Ельцина, он, по-моему, до сих пор работает, значит, у Владимира Владимировича там в аппарате. Он мне сказал, я вырабатываю весь блок законов о преемственности власти. Значит, в Америке вам известно, так сказать, в других местах не так, возня какая-то, но тем не менее, бывший президент, это институт. Мы же каждый день получаешь письма, так сказать, я вот открой, так сказать, только приглашение тебе, не знаю сколько, так сказать, там. Поэтому вопрос преемственности власти один из коренных. Что вот, например, у нас это пока не удается, потому что каждая власть приходит, начинает все по-новому. Я говорю, слушай, сколько можно строить дом? Давай дом какой есть, но надо его достроить, жить, а потом его можно реконструировать. Нет этой мудрости, нет этого, так сказать, все время какая-то торопливость, очень много пиара, очень много тоже внешних этих эффектов, которые, если так подумать немножечко по существу, они являются смехотворными. Ну, к сожалению, сейчас почти весь мир вовлечен, так сказать, в очень много несерьезных дел.